Якутске открыли Международный центр коллективного использования молекулярной палеонтологии по изучению клеток мамонта и других ископаемых животных. На открытие лаборатории приехали зарубежные и отечественные ученые. Кроме того, в рамках открытия центра прошел международный научный семинар по современным методам исследования ископаемых животных, где ученые рассказали о предварительных результатах изучения малоляховского мамонта. Рассказывает наш корреспондент Сергей Алексеев. Открытие лаборатории планировалось еще с 2012 года, когда был заключен договор между СВФУ и Южнокорейским биотехнологическим центром СОАМ. Соглашение подразумевало собой совместную научную деятельность в области изучения мамонтов и их возрождения. Но этот договор вышел за рамки своего договора, то есть он пошел дальше. И вот с корейской стороны было подарено оборудование университету, и открывается центр коллективного пользования. Лаборатория – первое и единственное место в России, где на современном оборудовании с использованием передовых технологий проводятся полноценные исследования по поиску живых клеток мамонта и других ископаемых животных, а также исследования по изучению их ДНК. Причем акценты и приоритеты на какой-либо находке здесь не ставят. Все они уникальны и будут изучаться, что называется, на равных правах. Было сделано очень много находок. И планируется вот все эти находки изучать здесь, в России, начинать здесь, потому что если раньше приоритет был только за рубежом, то есть все находки вывозились за рубеж, и наши ученые оставались, как говорится, ни с чем. На семинаре доклад руководителя Корейского фонда биотехнологических исследований профессора Хван Вусока озвучил его ученик Хван Ду Ким. Главным лейтмотивом своих исследований корейский ученый считает возвращение мамонта в жизнь. Профессор аккуратно обходит термин клонирование, поскольку фактически это перенос генетического материала. Кроме того, одной из важнейших задач его научной деятельности – это попытка найти средства борьбы с так называемыми митохондриальными болезнями человека. Уже опять же, так сказать, на клеточном уровне добиться того, чтобы некоторые заболевания стали для человека как бы уже в прошлом, остались в прошлом. Таким образом, изучение организма мамонта не только удовлетворит научное любопытство палеонтологов. Возможно, в будущем это поможет человечеству преодолеть ряд болезней. Сергей Алексеев, Иван Семенов, Василий Слепцов, Семен Афанасьев, НВК «Саха», Якутск.